Коллеги, уважаемые, вы знаете, что у нас есть вопрос, который требует особого внимания, и вот мы решили пригласить сюда для обсуждения данного вопроса, поэтому просьба какая, да, достаточно предельно, откровенно поговорить о том, что происходит на рынке нефтепродуктов, почему складывается такая ситуация, почему мы вынуждены были пойти на изменение цен, для того, чтобы это не превратилось в монолог и обоснование непосредственно именно со стороны Министерства экономики. Мы пригласили всех участников рынка, чтобы они вам сами рассказали, как и что происходит. А потом мы уже обсудим, что правительство Ялшу, Ялымшу, Ари, Аус, Ацбаразахан. Имею ли я право, я обращаюсь к вам с просьбой, значит, можете ли вы, считаете ли вы нужным, вообще могло бы это быть в свободном доступе, если невозможно, предоставить мне все обращения, договора, соглашения. К марту месяцу у нас сложилась такая ситуация, что был очень серьезный рост цен. Ну, нужно начать с того, что мы закупаем в основном на сегодняшний день практически 100% из Российской Федерации. Вот, и в полной мере зависим от того, что там происходит, соответственно. Поэтому там существуют определенные правила на этом рынке. Они очень жестко регламентированы. Мы топливо приобретали по биржевой цене, именно экспортной. Есть разница. Цена экспортная и цена на внутреннем рынке. До 2020 года, значит, благодаря тому, что цены на нефть были относительно невысокие, они там даже, по-моему, до 40, до 50 опускались. 31-32 да. доллара за баррель, а иногда были отрицательные. Когда нефть продавали по отрицательной цене. Было такое, да. Было такое тоже. Какое-то соглашение, какой-то договор о изменении условий, которые были раньше, что произошло? Вот смотрите, до 2020 года, да, зеркально у нас была другая ситуация. И как вы хорошо знаете, цены на топливо в Российской Федерации, допустим, в том же Сочи, они были на порядок ниже, на несколько рублей ниже были, чем у нас в Абхазии. Чем это было вызвано? Это было вызвано тем, что, во-первых, ценообразование там соответствовало на тот момент экономике, да, то, о чем говорит Олег. Это цена как бы на сырье, это один момент. Но второй момент, в чем была основное преимущество Абхазии, это то, что на тот момент соглашение о режиме торговли, которое подписано между нашими странами, предусматривало, что для Абхазии выделяется квота на беспошлинный ввоз на территорию Республики Абхазия нефтепродуктов, ну где-то порядка на 70 тысяч тонн. Что нам это давало? Нам это давало разницу, то есть размер пошлины был выше, и то, что нам предоставлялась льгота, эта разница минусовалась, соответственно, у нас цена была меньше. И, как вы знаете, даже сколько было фактов и примеров, когда из Сочи машины большегрузные, да, заезжали, заправлялись у нас, потому что это было действительно выгодно. Но с 2020 года ситуация поменялась абсолютно в противоположную сторону. У нас есть льготы, Россия предоставляет нам льготы? Льготы предоставляет в виде беспошлинного ввоза, но размер пошлины значительно уменьшился, и в структуре затрат он сейчас абсолютно не играет роли. Вот эта квота, которая должна минусоваться, она... Есть. Она и сегодня существует. Просто ее размер стал меньше, и она в цене уже не играет значения. Почему были низкие цены на топливо? Мы не Россия, с этим все согласны, правильно? Мы же другое заграничное независимое государство. Поэтому мы покупаем топливо в России как иностранная страна. То есть мы можем быть там, не знаю, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, кем угодно. Мы на тех же условиях, что эти перечисленные страны, покупаем топливо у России. Единственная преференция, которая у нас есть, единственная поблажка, которая у нас есть со стороны России, это вот эта пошлина, о которой говорит Кристина Константиновна. Но в абсолютных цифрах, то есть чтобы ты понимал, в стоимости бензина, это рубль, 1,5-2 максимум. Но у нас же цена выросла намного больше, правильно? То есть эта пошлина, она есть. Если бы ее не было, или эта квота была бы уже выбрана, то бензин был бы дороже еще на 2 рубля. Условно так, ну если совсем просто объяснять. Почему выросла цена? То, о чем сейчас говорил вот мой коллега, да, была цена на нефть 31 рубль. 31 доллар, извиняюсь за баррель. Да? Как это связано? Бензин делают из нефти. Когда дешевая нефть, дешевый бензин. Соответственно,
Производитель хочет продать дороже, правильно? Он продает туда, где больше дают цену. На тот момент цену давали больше на внутреннем рынке. И производители отказались от экспорта, то есть на экспорт цена дешевая, а внутренний рынок давал большую цену. И начали продавать больше топлива внутрь России. Я объясняю, почему в России, в Сочи бензин стоил дороже, чем у нас. Потому что мы как на экспорт получали бензин, и он был дешевле, чем в России. Потом, по разным причинам, я сейчас не извиняюсь, не макроэкономист, начала расти цена на нефть. Так как мы привязаны к этой цене, наша стоимость нашего бензина привязана к этой цене, соответственно, экспортная цена начала расти. И у нас потихоньку с 2020 года начала расти, вслед за стоимостью нефти, начала расти цена на бензин. Механизм демпфера, да, вот этого, который все говорят, и никто не знает, что это за зверь. Это простая компенсация, то есть государство российское защищает своих внутренних производителей, чтобы они получали доходы независимо от стоимости нефтепродуктов, от стоимости сырой нефти. То есть, если нефть дешевая, государство доплачивает. Если нефть дорогая, то переориентация происходит на внутренний рынок, тоже государство заплачивает. Это огромные деньги, которые мы не можем себе позволить. Да, плюс изменение налогового законодательства в России. Вы помните, да, Министерство экономики начало что делать? Начало ограничивать верхнюю стоимость 92-го дизельного топлива. Но когда стоимость закупки, мы же покупаем топливо, мы его везем, мы платим НДС ввозной на границе, потом мы заливаем его в станции, мы его продаем, из этих денег мы платим налоги, платим зарплату своим сотрудникам, и потом только, если остается прибыль, мы на эту прибыль что-то строим новое, ремонтируем старое, пытаемся какие-то деньги вложить в компанию или благотворительностью все из нас здесь занимаются. То есть, понимаешь, вот эти вот там остатки, я сейчас по цифрам тоже расскажу, как это все. С вашей стороны, значит, были ли обращения к Российской Федерации, чтобы для изучения данной ситуации? Верхняя планка была стоимости, да, выше которой не могли поднимать стоимость. Но когда цена закупа и вот этих затрат сравнялась, то есть все, кто продает бензин, ну, ты не можешь продавать дешевле, чем ты купил, правильно? Да, во-первых, денег на закупку не будет. Ты Это же... либо должен закрыться, да, то есть закрыть станцию, потому что тебе нечем будет платить, если у тебя нет прибыли. Это любой товар. Ты сахар купи по 100 рублей за мешок и продай его за 80, ты получишь минус 20. Ты купишь еще 5 мешков, и у тебя не останется денег. То же самое и здесь. То есть как работает механизм? Если ты покупаешь дешевле, чем ты продаешь, чтобы, ну не знаю, сохранить цену социально как-то, это не бизнес. Это может позволить себе только государство, которое может датировать это из бюджета. Что делает Российская Федерация? Российская Федерация из своего бюджета, который наполняется за счет других источников генерации прибыли, доплачивает нефтяникам деньги, которые они теряют. И они продают нефтепродукты на внутренний рынок с дисконтом, в ущерб себе, зная, что они потом из бюджета эти деньги получат. На этом держится рентабельность этого бизнеса, понимаешь? У нас этого не получается, у нас нет таких денег в бюджете, чтобы доплачивать вот компаниям, которые это привозят, для того, чтобы конечный потребитель, гражданин, покупал дешевле. Мы не можем себе этого позволить. Другого выхода нет. Либо надо отменить ввозной НДС, но тогда в бюджете не будет денег. Выплачивают компании на границе. Эти же деньги, они в карман не идут ни Кристине Константиновне, ни Александру Золотинсковичу. Они идут в бюджет. Как у нас не любят это слово бюджет, но они идут именно туда. И из этого бюджета получают деньги пенсионеры, инвалиды и все остальные, все эти деньги идут туда. Что касается меня, что меня побудило, значит, прийти на площадь. Воспитываю 6 детей, 3 племянников и 3 детей. Значит, раньше заправлял свою машину на 1000 рублей. Сейчас заправляю, образно говоря, на 1500 рублей. Но вот эти 500 рублей, которые я доплачиваю, я ограничиваю, значит, у своих детей, значит, не докупаю, допустим, да, я просто говорю, конфеты не докуплю, игрушки не докуплю. Я экономлю на своих детях и заливаю. То есть, и поэтому я крайне беспокоен. Мы посылаем в Министерство экономики закупочную цену и говорим, что хотим установить цену в соответствии с минимальной наценкой, которая нам разрешена. Министерство экономики нам говорит, вы не можете добавить больше 18, в прошлом 15% к цене, от которой мы купили. Заслушай, пожалуйста, ты поймешь это все. 18%, чтобы ты понимал, да? Вот мы купили за 10 рублей в России бензин. Вот он стоит 10 рублей, надо с этим смириться, нам дешевле его не дадут. Либо мы должны купить какой-то самовар, качество которого будет под вопросом, привезти сюда и все машины встанут, да, за 5 рублей. Либо мы должны купить качественный у производителя бензин, привезти его сюда. Но мы его довозим до границы,
дальше мы платим налоги и все остальное, все сопутствующие эти. Мы при этом, при всем, в эти 18%, которые нам разрешено добавить на стоимость нашей закупочной цены, да, мы должны запихать туда все эти налоги, все наши платежи, плюс у нас работает, вот я не знаю, за ребят не скажу, у нас работает порядка 130 человек. Таких же, как и я, как и ты, которые кормят свои семьи, приходят домой и приносят свои зарплаты. Понимаешь? Их зарплаты, дослушай меня, ты поймешь. Мы можем сделать, вот нам разрешено в эти 18%, мы можем сделать, например, цену на дизельное топливо 68 рублей. Мы делаем ее 65 рублей. То есть мы понимаем, что 68 рублей это много, и по закону, и по постановлению мы влезаем в эту стоимость. Но мы не делаем этого. Мы делаем здесь минус 3 рубля, и здесь минус 3 рубля. Понимаешь? Во-первых, дальше смотри. Теперь, как продать этот бензин еще дешевле, да? То есть мы должны где-то не заплатить кому-то деньги. То есть мы или должны не заплатить налоги государству, из которых, как мы с тобой сейчас говорили, выплачиваются многие социальные проекты и социальные выплаты. Либо мы должны обмануть по счетчику, не залить, но взять больше денег, правильно, чтобы сэкономить. Как сэкономить вот эти деньги? Мы берем бензин по цене, по которой нам ее продают. Если мы скажем, дайте дешевле, они скажут, ищите в другом месте. Вот не нашли вы в другом месте. Что нам дальше делать? Никакого труда не составляет проверить в данном случае стоимость. Более того, эта цена, эта стоимость фигурирует в отчетных документах таможенного комитета в том числе. Это абсолютно прозрачно. Сейчас я скажу. Вот смотрите, вот цена в контракте, да, допустим, указана определенная сумма. Вот, допустим, там 10 рублей, да. Дальше мы знаем, сколько стоит железнодорожная поставка и сколько стоят все платежи, которые необходимо осуществить для того, чтобы топливо появилось на заправочной станции. Добавляем вот эти расходы, допустим, 2 там, или 3 рубля, в зависимости от того, какая компания, то есть и какой уровень в данном случае расходов несет компания. Дальше применяется вот с учетом этого механизм надбавки, который ограничивает их в доходности. Они сами ее не определяют, вот чтобы вы понимали, Дженсух. Мы в данном случае здесь их ограничили. Есть прямые расходы, которые мы можем посчитать, исходя из стоимости контракта, и зная те тарифы, которые существуют, и зная, какая налоговая нагрузка существует. Считаем эти расходы, прибавляем все вместе в виде надбавки и выводим окончательную стоимость. Они уже, тут же еще и элемент конкуренции стал присутствовать. То есть, во-первых, социальная составляющая, все прекрасно понимают, мы же ведь все близкие, соседи, друзья, и все друг друга уважаем, и тоже понимаем, что есть проблемы, с которыми не считаться сегодня никто не имеет морального права. Мы тоже выходим утром на улицу, и нам тоже иногда стыдно людям в глаза смотреть, потому что есть проблема, но эта проблема решается в контексте возможности организации. Применяя вот все вот эти расходы, общую сумму надбавку выводим, условно говоря, стоимость там 13 или 15 рублей. Компании могут торговать себе в убыток на рубль дешевле, на 2. Они друг на друга смотрят и видят. Во-первых, чтобы у них реализация была, они спускают цену. Во-вторых, у них есть возможность именно выполнять какую-то социальную нагрузку. В данном случае ни одна из организаций не берет надбавку по максимальной нагрузке. А что касается, значит, той ситуации, значит, проблема, скажите, пожалуйста, проблема, значит, не в нас, не в Абхазии, да, проблема созданного Российской Федерации. Есть правила формирования рынка в Российской Федерации, которые в данном случае являются для нас условиями, в которых мы работаем. Вот здесь четко прописано, да, каждый рубль расписан. Вот есть стоимость контракта, вот стоимость 1 литра. Все, мы пошли дальше по нагрузке. Вот здесь все расписано, вы можете сами посмотреть. И вы поймете, что здесь, в данной ситуации, я хочу, чтобы вы понимали, насколько ответственно все присутствующие здесь к этому вопросу относятся. Мы реально несем ответственность, и мы эту ответственность очень хорошо для себя понимаем. Понимаете? Я вас услышал, вот я хочу, чтобы вы меня тоже услышали. Имею ли я право, могу ли вас попросить ознакомиться с вот этим пакетом документов? В какой форме? Вы же Можно сказали, узнать? Ты хочешь, чтобы мы тебе его выдали, вы ты его можете... забрал и проанализировал где-то? Не где-то, ознакомиться, да, допустим, с юристом, обсудить, посмотреть. Хочу детально изучить, чтобы рассеялись сомнения. Вот за себя скажу, за свою компанию скажу, что добро пожаловать, возьми кого хочешь,
приходите. Для меня нерентабельно. В этом году я не посеял кукурузу из-за того, что дизель стал стоить 65 рублей. Многие также поступили, потому что нерентабельно. Да. И вот поэтому... Ну, Джансух, там же Министерство сельского хозяйства, у них есть МТС, которые там они Предоставляют соответствующую технику, работу да. проводили для того, чтобы создать нашим сельчанам условия для... Это немножко другой вопрос, но у нас даже закона нет пока о сельском хозяйстве. Немножко ушли от темы. Что хочу сказать, опять-таки возвращаясь. Хочу изучить предметно детально, Пожалуйста, чтобы вам дальше вот я мог сейчас с вами идем разговаривать. дальше. Значит, в Москве есть районы такие, допустим, там, я не знаю, Каширский район. Мы как часть этого, 1/10 часть московского района, чтобы нам помочь, Российская Федерация может пойти на этот шаг. Мы можем обратиться к ней. Первое обращение у нас было в сентябре 2021 года. А далее у нас было еще несколько обращений и в конце года 2021, и в 2022 году. Чтобы вы понимали, речь о чем идет. Для того, чтобы Российская Федерация приняла решение, необходимо определить источник финансирования выпадающей разницы. Чтобы вы понимали, речь идет о миллиардах рублей. Я хочу, чтобы вы понимали. Вы можете вот это обращение мне предоставить? Я начал Конечно, да. обращение. Значит, просьба такая, принеси все четыре, значит, Астик, 2 минуты. Что В значит Минэнерго, выпадающая разница? Новаку, Я тебе объясню. Если Российская Роснефти, Федерация все по нашей обращения сюда, да? Вот просто, чтобы мне быть удовлетворенным, чтобы мне понять. Да. Контракт. Вот Вот посмотрите. смотрите. Вот там красным написана цена, которая выходит. Ну, Просто чтобы сейчас было в данный момент я не в состоянии, чтобы вот это со всеми этими Хорошо, документами. можешь нас Можете? выслушать? Можем давайте. расписать, а потом... То, что мы вот сейчас делаем, ни в одной стране мира никто не делает. Мы здесь Вообще нонсенс. друг перед другом все открыли и еще как бы на улицу это показываем. Вот за то, что я это показываю, почему я отдать не могу? Я не переживаю за то, что вы это проверите, что-то там найдете. Я не могу это отдать, потому что у меня есть обязательства перед людьми. Вы Но все подписки, и а не в разглашения, понимаете? закрытом, так скажем, режиме показать вам, если необходимо с привлечением дополнительных людей, кто это может пройти, я могу это сделать. Российские поставщики против того, чтобы вы предоставили мне это. Любой поставщик, любой контракт – это коммерческая тайна в любом случае. Все поставки и весь период формирования цены ежемесячно, как у них формируется. У них поставка может быть раз в 2 месяца. Партиями машины могут заходить. Все по-разному, разные поставщики. Вот тут нужно прийти, вот вам, как мне кажется, да, очень правильный подход будет. Вот вы найдите время, приходите в Азит, в Алхан, в Апсны Ойл. Вам покажут контракт, допустим, майский. Вот сейчас вот вы видите цена какая на стеле, правильно? Вы скажите, уважаемые коллеги, покажите мне, почему у вас вот такая цена. Они вам покажут майскую поставку или июньскую поставку, покажут вам, сколько они понесли расходов, и покажут вам чистый доход, который заработала компания. Скажите, пожалуйста, можно ли, обратившись к Российской Федерации, можно ли регулировать этот вопрос? Посмотрите, Чтобы не било по карману мы наших этим граждан. вопросом занимаемся с сентября прошлого года. Но вы одну вещь тоже должны учитывать. Вы же знаете, что в Российской Федерации сейчас определенная ситуация связана со спецоперацией. Это тоже одно из следствий того, что происходит танкеры сейчас на оборудованы рынке. Вы должны это тоже понимать. Есть время спокойно разобраться. Да. В данной ситуации, да, там... Вы же понимаете, что сейчас вот я разобраться чисто по не способен человеку. физически. Но никто же вас не ограничивает прийти завтра к одной организации, посидеть у них целый день, прийти в другую организацию, потом прийти в Вообще третью, не в вопрос. четвертую. Все вас выслушают с большим удовольствием. Поймите правильно, мы реально переживаем, потому что голодовка – это не обычная ситуация, и нам действительно это вызывает обеспокоенность. Каждую топливную компанию у меня идти, у меня как по-другому еще у меня 1000 дел. Сейчас я понимаю очень много вопросов, и они абсолютно обоснованы. Но никто от вас в данной ситуации ничего не скрывает. Вам все готовы предоставить. Вот вам нужны апрельские цены? Пожалуйста, вам покажут контракты. Присутствуют представители Роснефти. Ну, видимо, мы даже не успели всех собрать. Но Роснефти надо будет, их тоже позовем. Есть обращение президента на имя заместителя председателя правительства Российской Федерации Новака. Пока в работе, изучают. Они же согласовывают. Есть Это внутри обращение государственные процедуры. Это к министру энергии этого года.
этого года. Это марта этого года. Это изменение До бюджета этого было в Российской сентябре Федерации. прошлого года Это обращение на имя Это вот это Новака. вот в сентябре прошлого года, да? Сейчас они Нет, с еще канцелярии посмотрим. вам принесут. Потом, смотрите, вот запрос был со стороны министерства, которое этим занимается, на основании которого мы готовили соответствующую информацию, чтобы вы понимали, этим вопросом очень Я предметно готов мы пойм- занимаемся. Готов понять вас, Да. готов понять. Хочу вас понять, пытаюсь вас понять, но поймите, пожалуйста, что так же, как и заинтересован вот сейчас, вот, да, я заинтересован, так же есть и заинтересованы другие люди. Абсолютно понимаем. Абсолютно Можно ли понимаем. в свободном доступе ознакомиться вот с этим? Вот, Пожалуйста, я вас прошу. вообще не проблема. Можете ли вы предоставить весь пакет документов? Весь пакет какой период? Вы поймите правильно. Вот смотрите. Вы должны понять, вы должны поставить У нас конкретную задачу. соглашение или договор о беспошлиной торговле? Вообще просто вопрос. Соглашение. Вот я вам Хорошо. покажу, как оно выглядит. Я вам По этим годам тоже есть документация, правильно? Да, сейчас я вам Тоже покажу есть, этот правильно? протокол. Конечно, конечно. Сейчас. Вы можете на сутки мне эти документы дать на руки? Да, сейчас. Вот я вам прямо скажу, предметно, что меня интересует, значит. Меня интересует, значит, Вот как выглядит все протокол соглашения. о беспошлинном ввозе. Хорошо. Кристина Константиновна, вот чтобы вы понимали, вот чтобы вы поняли мысль мою, значит, мне нужны, значит, все соглашения, все договора, Так, сейчас, 2 секунды. Сейчас, 2 секунды. возможно, невозможно, значит, закуп цен, Закуп это транспортные расходы, таможенные расходы, дальнейший, вот хочу изучить, чтобы больше к вам вопросов никаких не было, понимаете? Ну, Чтоб- покажите им, это же не проблема, он придет к вам, дайте ему. Третий раз повторяю, Мы не пожалуйста. говорим нет. Телекомпании согласны предоставить любую документацию у себя в офисах общественному деятелю Джансуху Адлиба. Роснефть, я за Роснефть не отвечаю. Наша компания готова предоставить в своем офисе доступ к документации людям, и состава которой будет согласован между нами. И секрета из этого делать никто. На вынос, к сожалению, мы документы не имеем права давать, и такой порядок в компании. Я думаю, что у других компаний такой же порядок. Папка, в которой будут документы, которые я смогу собрать. Просто я не Собрать? Понимаете, мне обещали предоставить. Вы объясните, Не- вот я не удовлетворен. Вы скажите, как вот перечень, какой пакет документов, и мы предоставим. Просто в Министерстве экономики могут быть только обращения, письма и наши заявления на согласование цен. И все, у них больше ничего быть не будет. Закуп, поставки, транспортировка, дальнейшая продажа. Вот все, что меня интересует. Пожалуйста, Чтобы ваш рассеять муж- сомнения, понимаете? Правильно, Чтобы у Джансух- меня и завтра вопросы не возникли. Ну, пожалуйста, Что поставить точку, пожалуйста. восклицательный знак. Вот я так представляю РУП, топливную компанию, ну, бывшая в Хоздок, так может больше, знаете. Пожалуйста, приходите, мы вам все покажем. Вопросов нет. Я хочу сказать следующее. Если у вас есть люди, я так понимаю, круг людей, кому вы доверяете, специалистов, кто спокойно может посмотреть эти документы и дать четкий ответ вам, как бы всем, кого это беспокоит, вам в первую очередь, что да, это так или да, это не так, это неправда. Вы же можете такого человека, имеете же, правильно? Вы там дома с ним сядете или на площади, не имеет значения. Есть же такие люди, правильно? Эти люди квалифицированы. Они в течение определенного времени, в конце концов, они большинство позиций запомнить Знают, могут. конечно. Не просто а просто их запомнить элементарно. И они там же в течение нескольких часов могут дать ответ. Это так или нет. Понимаете? Что нам мешает с людьми, с которыми вы будете встречаться, кто вам будет помогать, мешать разговаривать у нас где-то. Хотите, там, я не знаю, в каком-то другом месте. Я понимаю, что есть определенное общественное мнение, и меня оно беспокоит. И если бы я, наверное, в этой сфере не работал бы, я тоже думал бы, что, возможно, нас обманывают. И что почему там в России. Самый простой ответ на вопрос, почему в России дешевле настолько, насколько здесь, то, что государство, это подтвержденное, вы можете в интернет зайти посмотреть, вы можете обратиться, я не знаю, к российским специалистам. Государство вот так с бюджета деньги вытаскивает и говорит, вот вам заправкам 20 рублей, Не поднимайте стоимость топлива. на 20 рублей меньше держите. Вот это самый вот главный ответ на вопрос. У меня А детей дома ждет, мать больная, жена в панике. Вот сейчас я должен бегать в таком состоянии. Вы не можете мне туда предоставить. Представитель компании, который находится здесь, готов
вас выслушать непосредственно у себя, показать вам все документы, посмотреть каждый период, который вас беспокоит, и конкретно, предметно поговорить по каждому вопросу, касающемуся непосредственно поставщиков, присутствующих В здесь. данный момент меня не устраивает. Я подумаю. В данный Вы момент меня не- подумайте, просто меня не вы- устраивает. да, Вы меня не смогли убедить, понимаете? Ну, если вы поставите задачу услышать нас, как мне кажется, У меня стоит вы задача. Хочу достаточно... разобраться. Хочу, чтобы вы дали мне возможность разобраться. Что произошло, какие соглашения, кто это, Россия, Абхазия, может мы крестьяне, может кто-то, может пенсионеры, я не знаю, кто это сделал. Хочу разобраться, позвольте мне разобраться. Меня вот это... Но мы же вам и говорим, Вы что еще давайте раз говорите, разберемся. готовы предоставить Джансух, мы же это и все предлагаем. Все документы вам Джансух. готовы предоставить в любом удобном месте. Но вы меня не смогли убедить, я очень сильно извиняюсь. Вам вопросов нет, у меня к вам вопросов сейчас нет. У меня вот требования к премьер-министру, чтобы он попросил вас предоставить. Я его буду просить, с ним буду разговаривать, понимаете? Вот. Но мы же вам готовы предоставить. Кто нет, сказал Джансух. Вы говорите, что вам необходимо посмотреть документы. А о том, что эти документы нельзя отнести на площадь, люди объяснили, привели аргументы почему. Никто не говорит о том, что вы из этого кабинета должны были уйти с мыслью, что вы всех поняли, вы со всеми согласны. Представители компании сказали, что все документы, которые вам необходимы, они готовы показать. Если есть такая у вас возможность, если у вас есть юрист, которому вы доверяете, при необходимости я тоже могу поехать с вами, мы поедем в каждую из этих компаний. Я буду, если хотите, меня там не будет. Они вам покажут эти документы, человек, которому вы доверяете, проверит. Это ведь то, чего вы хотели, вам покажут эти документы, никто не отнекивается, никто не говорит, что мы их от вас спрячем. Спасибо за такую готовность. Я подумаю.